На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшик-Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 153 государственные и 2 частные школы Абхазии распахнули свои двери перед учащимися. В этом году впервые порог школы переступили 2056 ребятишек, и из них свыше 900 в Сухуми. Министр здравоохранения Эдуард Будба посетил российский многопрофильный мобильный госпиталь, развернутый в Сухуми на территории пансионата «Айтар». Житель Самары, отдыхавший в пицунском отеле «Сэр Рэмбо», нанес ножевые ранения постояльцам и хозяину. Пострадавшие госпитализированы в Гагурскую районную больницу. От последствий коронавирусной инфекции скончался Олег Гусейнов, один из первых кабардинских добровольцев, приехавших на помощь Абхазии в 1992 году. 153 государственные и 2 частные школы Абхазии распахнули свои двери перед учащимися. В этом году впервые порог школы переступили 2056 ребятишек. Из них свыше 900 в Сухуми. Во второй средней школе имени Пушкина первый в жизни звонок прозвенел для 110 первоклассников. Репортаж Гугуцы Вардания. Беззаботность, непосредственность, озадаченность, жажда знаний, уверенность в своих силах, страх перед началом первого в жизни урока и ожидание подвоха. Для первоклашек этот день всегда полон сюрпризов. Как тебя зовут? Баграт? Баграт, у тебя такое имя красивое. А ты почему сегодня плакал? Я хотела, чтобы мама уходила. Ты боялся в школу идти, в первый класс? Ничего тут страшного. Мама уйдет, видишь? А тебе не страшно было, да? Да. Микрофон включен? Микрофон включен? Да. Через несколько минут Баграт забыл о своих переживаниях, ведь в классе появился всеми известный персонаж Незнайка, который говорит, что не учиться – это плохо. Я успеваю же учиться! Смотрите, я 3 дня собирала рюкзак! Утюг-то зачем? Ну, утюг это на тот случай, потому что в школу нужно ходить опрятным, нужно ходить не мятым, нужно ходить красивым. А в случае, если подерешься, то можно и холодное приложить к синячку. А у первоклашек появилась уверенность в своих силах. И они быстрее Незнайки начали отгадывать загадки учительницы. Слушай, то я в клетку, то в линейку. Написать на мне сумейка, можешь и нарисовать, потому что я... Писать, читать, рисовать, каждый день открывать для себя что-то новое, познавать мир. Детишек ждет увлекательное путешествие под названием «Школьная жизнь». И ко Дню знаний они готовились усердно. Я научусь сама писать и читать. Хорошо учиться будешь, да? А как ты к школе готовилась? Расскажи нам. Я готовилась очень хорошо к школе. Я ходил в нулевой класс. Скажи, пожалуйста, а ты уже какие-нибудь буковки знаешь? Знаю. Я знаю до твердого знака. Хорошо учиться будешь? Да, А в школу хотел? да, очень. Не меньше волнуются сегодня и те, кто перешел в 11 класс, выпускники. Совсем скоро их ждет начало взрослой жизни, где главное – найти себя. Есть еще год, чтобы выбрать профессию, но кто-то уже определился. Сегодня одновременно и праздник, и как-то становится грустно, потому что мы уже проучили здесь 10 лет, и последний год остался. Скажи, пожалуйста, ты уже выбрал, куда будешь поступать? Да, я решил поступать в Москву на IT-технологии. Я собираюсь поступать в медицинский университет в Москве. Да. Долго выбирала профессию, готовилась, мечтала? Ну, я с 7 класса решила поступать, так что уже 2-й год буду готовиться. Я, конечно же, очень буду скучать по школе, по учителям, по нашему любимому директору. Претендентов на золотую медаль среди выпускников второй школы в этом году 4, на серебряную – 2. На сегодняшний день в Сухумской школе имени Пушкина обучается 1291 учащийся. Из них 82 будущих выпускника, это 3 11 класса, и 110 первоклассников. 5 первых классов
Школа, конечно, у нас переполнена. Средняя наполняемость классов 28-29 учащихся, но есть классы, конечно, гораздо больше. Но мы постараемся соблюдать, и, в принципе, и соблюдали все меры дезинфекции, утренний фильтр, не допускать больных детей, сразу изолировать заболевших. Но мы будем стараться. Встреча с друзьями после долгих каникул, поздравления учителей, родителей с фотоаппаратами, банты на косичках первоклассниц, разноцветные шары, стихи, гимн и торжественное поднятие государственного флага. Эти традиционные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, учащимися воспринимаются по-особому волнительно. Тот факт, что на линейке в этом году присутствовали только выпускники, первоклашки, учителя и их родители, не главное. Главное то, что дан старт учебе в очном формате. На торжественном мероприятии присутствовали специалисты управления образования столичной администрации, которые тепло поздравили школьников. Дорогие ребята, учителя, родители, от лица управления образования администрации города Сухум поздравляю вас с 1 сентября, всенародным праздником. Растите здоровыми, набирайте силы, ума на благо нашей Абхазии, на счастье свое и родителей. И школьники, и родители, и учителя надеются, что новый учебный год будет лучше, чем предыдущий. Но в любом случае школьные годы остаются самыми лучшими. Кугуца Вардания, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. С началом нового учебного года педагогов, школьников и их родителей поздравил президент Аслан Бжаня. День знаний особенно дорогой и волнительный для каждого из нас праздник. Он остается с нами на всю жизнь в воспоминаниях о школьных годах. Он пронизан благодарностью к нашим учителям за приобретенные знания, отмечается в частности в поздравлении. Аслан Бжаня выразил слова благодарности педагогам, отметив, что в нынешнее время на них возложена особая ответственность из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Президент обратился к учителям с просьбой проявлять осторожность и выполнять все рекомендации врачей. С Днем знаний глава государства поздравил и студентов вузов, учащихся среднеспециальных учебных заведений. Будущее нашего молодого государства в ваших руках. От того, насколько вы ответственно отнесетесь к учебе, освоению нужных нашей стране профессий, без преувеличения будет зависеть наш завтрашний день, говорится в поздравлении. Премьер-министр Александр Ангваб встретился с представителем Международного комитета Красного Креста по вопросам пропавших без вести на Кавказе Даниэлем Максуини, главой миссии МККК Натаном Раесом и помощником главы миссии Борисом Казанба, сообщает пресс-служба правительства. Обсуждались вопросы текущей работы миссии МККК в республике, в частности, вопросы розыска лиц, пропавших без вести на территории Абхазии в ходе Отечественной войны. Даниэль Максуини отметил, что МККК намерен улучшить степень реализации программы по поиску и идентификации останков, чтобы облегчить страдания родственников разыскиваемых. В свою очередь Александр Ангваб заверил, что в правительстве по-прежнему ценят работу, которая проводится миссией, и готовы оказывать всестороннюю поддержку и содействие в организационных и других процессах. В российском многопрофильном мобильном госпитале, развернутом в Сухуми на территории пансионата Айтар, на данный момент проходят лечение от коронавируса 78 человек. 10 из них в тяжелом состоянии здоровья. Чтобы узнать о самочувствии пациентов и о помощи, которая им здесь оказывается, госпиталь посетил министр здравоохранения Эдуард Будба. Надев противочумный костюм, респиратор и перчатки, Эдуард Будба и начальник военного госпиталя Абдулмеджид Магомедов сразу же направились в инфекционное отделение пообщаться с пациентами. Добрый день. Также состояние пациента тяжелое, стабильное, гемодинамически стабильное. Вот также находится на ней ликвидации легких, получает все необходимое лечение.
Просто так благодарна. Как вам относится здесь к персоналу по питанию, по организации? Какие-то вопросы есть? Просто похвала. Вообще никаких Слово даже не проблем. надо говорить, они забегают каждую минуту, каждую секунду. Дай Как Бог им У здоровья. меня уже была поражение, пошло. Все внимательные, все очень Не хорошо. бывает. Всем спасибо большое, Спасибо всем врачам, большое. медсестрам, медбратьям. Я считаю, Все что... умницы, весь обслуживающий персонал. Ну, все рядом. Российский военный госпиталь здесь непосредственно приехал помогать. Спасибо всем, здоровья вам, Аманчала Рагубзерчева. За 2 недели из российского госпиталя выписано 48 человек. Сейчас здесь принимают по 10 пациентов в день на стационарное лечение. На сегодняшний день в военном госпитале 78 человек. Из них 10 тяжелых. Это инфекционное отделение. Здесь лечится 38 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В госпитале организовано трехразовое питание. Медучреждение обеспечено всеми лекарственными препаратами. К приему пациентов здесь готовы в любое время суток. Постоянная, круглосуточная забота и ночью, всегда рядом. Всегда помогут. Хорошо, Что здоровья не вам. попросишь. Поправляйтесь, быстрее И вам возвращайтесь спасибо в семьи за то, ваши. что вы пригласили их, за то, что помогают нам так. Какие-то проблемы есть с лекарствами, с обеспечением, с питанием? Может, какие-то есть пожелания, замечания? Специально приехал сегодня с вами пообщаться, от вас узнать информацию, как говорится, непосредственно. Может, чем-то можем помочь? Плохой Что-то информации нужно? нету, все хорошо. Все на высшем уровне. Большое спасибо. Вылечили нас. Обходительные, все делает, все на высшем уровне. Да. Абсолютно. Все хорошо. Здоровья вам. Надежду, когда попадаешь сюда. Поправляйтесь, побыстрее возвращайтесь в строй к вашим семьям, к родным. Аманчала Рагубзерчева. Такого обслуживания, такого внимания мы нигде не видели. Вот я вам честно скажу, пусть все скажут. Вообще на высшем уровне. Дай Бог всем здоровья. Может, что надо? Медикаменты, продукты, питание, может, какие-то недоработки есть? Все у нас есть, спасибо врачам. Министр здравоохранения Абхазии поблагодарил весь медицинский персонал российского военного госпиталя за самоотверженный труд и внимательное отношение к пациентам. Обошли все палаты, посмотрели больных, спросили о самочувствии, что необходимо, чем помочь, какие есть сложности, пообщались с нашими гражданами, которые здесь получают лечение. Ну, я думаю, все идет на достойном уровне. Спасибо еще раз огромное всему коллективу Российского военного госпиталя за неоценимую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Абхазия. Вот первый же день, как начали больных принимать, 20 человек мы приняли, а сейчас вот каждый день по 10-9 человек принимаем в мобильный госпиталь. Состояние, конечно, могу сказать, и тяжелые поступают, сразу с приема в реанимационное отделение кладем. Есть больные, в основном средней степени тяжести, кладем сразу в инфекционное отделение, в терапевтическое отделение. Также обращаются и поступают с легким течением. Хочу также выразить слова благодарности Минздраву, Министерству обороны за теплый прием, за взаимодействие на высшем уровне. Вопросы, которые возникают, реагируем молниеносно благодаря Минздраву, благодаря Министерству обороны. На сегодняшний день в плане организации лечебного процесса ни одного вопроса нет, который мешает работе. Эдуард Будба посетил каждую палату в военном госпитале, поинтересовался состоянием здоровья больных и их нуждами. Министр сопровождал заместитель министра обороны Надар Авицба и вице-премьер республики Сергей Пустовалов, которому поручено контролировать ситуацию в российском военном мобильном госпитале. Гугу Савардания, Арина Агухова, Абхазское телевидение. Со дня вступления Аслана Бжания в должность президента Республики Абхазия не был приобретен ни один автомобиль для нужд главы государства. Об этом сообщили Апснепресс в пресс-службе президента в ответ на просьбу прокомментировать информацию, распространяемую анонимно в социальных сетях о том, что Асланом Бжания был недавно приобретен автомобиль марки Lexus за 300
30 миллионов рублей. Как уточнили в пресс-службе главы государства, в пользовании у президента находится несколько бронированных автомобилей, в том числе и автомобиль Lexus 2016 года выпуска. Все они были приобретены в период с 2014 по 2020 годы. Жители Самары, отдыхавшие в пицунском отеле «Сэр Рэмбо», нанес ножевые ранения постояльцам и хозяину. Пострадавшие госпитализированы в Гагрскую районную больницу. Все подробности в репортаже пресс-службы МВД. Пицунда. Разгар дня. Около 3 часов. Находящийся на отдыхе в отеле «Сэр Рэмбо» российский турист решил устроить поножовщину. Драма разыгралась на балконе отеля, где житель Самары Александр Савинкин напал на хозяина гостиницы Фазлы Биапкин. Состояние алкогольного опьянения, в котором пребывал турист, прибавило ему сил, и он беспричинно нанес ножом 53-летнему Пкин множество колото-резанных травм в область шеи и рук. Завязалась драка, во время которой пьяный Савинкин также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления. Пострадавших от рук пьяного жителя Самары Веронику Павлову и Фазлы Биапкин госпитализировали. Самого виновника происшествия по горячим следам сотрудники Пицунского отдела милиции задержали во дворе соседнего гостевого дома «Сивантин». На месте обнаружен и изъят нож, с которым российский турист напал на хозяина и гостю отеля. По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району собран соответствующий материал и переслан в прокуратуру Гагрского района для принятия процессуального решения. 1 сентября отмечается День государственности Кабардино-Балкарии. Со знаменательным праздником главу КБР Казбека Кокова поздравил президент Абхазии Аслан Бжаня. Глава государства отметил, что благодаря трудолюбию жителей и руководству Братской республики Кабардино-Балкария преображается с каждым днем. Строятся дороги, детские сады, школы, дома культуры, активно развиваются здравоохранение и туризм, создаются новые рабочие места. Аслан Бжаня также подчеркнул, что исторически сложившиеся, испытанные временем и судьбой отношения между Абхазией и КБР трудно переоценить. Мы в вечной благодарности перед добровольцами с оружием в руках, отстоявшими свободу Апсна, говорится в поздравлении. В Ачимчирском районе появился новый экскаватор-погрузчик. Он был приобретен на средства, переданные бывшим президентом КБР Арсеном Каноковым. Покупка техники обошлась в более чем 14 миллионов рублей. Хотелось бы начать со слов благодарности, конечно же, в первую очередь президенту Республики Абхазия Аслану Георгиевичу Бжаня, а также Канокову Арсену Башировичу за приобретенную технику. Эти деньги были выделены из личных средств, не из бюджета. Вот она пришла к нам, на нее еще есть навесное оборудование. Там будет метелка, которая убирает дорогу с контейнером, молот отбивной, мульчер, который будет резать кусты. Техника была передана горслужбам. Вот, она будет выполнять большой объем работы, конечно. Мы будем чистить и ливневки, и канализацию прокладывать, где это возможно будет на сегодняшний момент, на что у нас хватит средств. Мы проводили, у нас был трактор «Беларусь», но он, соответственно, не может выполнять такие работы, потому что эта техника еще, она и планировочные функции может выполнять передним ковшом, и маневренная очень, то есть работу, которую могла провести та техника за день, она может провести эти работы за 2 часа. По навесному оборудованию она поступит чуть позже, это в октябре месяце. Вот, как бы такая ситуация, такой техники в городе у нас до этого не было. Оператор сейчас обучается некоторым моментам, мы проведем его обучение, еще дополнительно пригласим профессионалов, и со временем все это наладится у нас. Я думаю, в полную мощность уже через неделю она будет работать по всему городу. В Абхазии от последствий коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался заслуженный артист Кабардино-Балкарии, журналист, кавалер ордена Леона, доброволец Олег Гусейнов. Олег Гусейнов был среди первых кабардинских добровольцев, приехавших на помощь Абхазии в 1992 году. Делал репортажи, в которых давал объективную информацию, освещая события тех лет. И после войны он сохранил особое отношение к нашей стране. Приезжал сюда каждый год, как по работе, так и на отдых. Увы, этот его приезд стал последним.
Большой друг Абхазии Олег Гусейнов – один из тех, кто вместе с первыми кабардинскими добровольцами приехал на помощь Абхазии во время грузино-абхазской войны. Отдельное место в его жизни было отведено журналистике. Он освещал сложные политические события, давая взвешенную и объективную информацию. Во время Отечественной войны народа Абхазии делал уникальные репортажи, которые публиковались в известной газете «Северный Кавказ». Первая группа, которая приехала, он был вместе с ними. Он всю войну, он периодически туда выезжал, делал репортажи. Это были особые репортажи. И он делал то, что нужно. То, что нужно было. Нам нужно было Абхазии. То, что он делал, это было на самом высоком уровне. В 1992 году редактором и ведущей русской редакции новостей на Абхазском радио была Ирина Агарба. Она также возглавляла пресс-центр оперативного штаба Конфедерации горских народов Кавказа. Была автором и ведущей еженедельной телепередачи «Вместе через беду». Именно тогда Ирина Агарба познакомилась с Олегом Гусейновым, с которым поддерживала связь по сей день. Мы общались, мы, можно сказать, дружили. И, кстати, после войны тоже наша дружба, она продолжалась. Может быть, общение, наша коммуникация была не такой интенсивной, но в то же время, сейчас я открываю свою переписку с ним в Фейсбуке, да, и правда, мне становится еще больнее, потому что он не пропускал ни один день рождения мой, все время поздравлял. И когда его интересовали какие-то очень важные вещи из культурной жизни Абхазии, он, кстати, интересовался, он спрашивал и так далее. Например, он спрашивал меня про Софичку, когда в Абхазии будет презентация, и очень надеялся, что его пригласят авторы. А затем почему-то он посчитал, что мне надо посмотреть «Антигону», фильм по произведению Софокла, который, показывали на канале «Культура». Он мне написал, в какой день, в какое время будет идти этот фильм, чтобы я посмотрела. Он участвовал в этом фильме. Конечно, я посмотрела, я ждала, и потом написала ему свои впечатления. Это человек, который был таким универсалом, очень многопрофильным. Он был замечательным, хорошим журналистом. Во время нашей войны, кстати говоря, то, что пришел добровольцем такой человек, как он, очень тонкий интеллектуал, эрудит, опытный журналист. Он работал в газете «Северный Кавказ». В то время это было достаточно серьезное издание, газета. И когда мы были почти в полной такой информационной изоляции, очень фундаментальные вещи, я имею в виду журналистские, он печатал в этой газете. Это была для нас очень большая поддержка. То, что так с ним произошло, и удивительно, и умер-то он в Абхазии. Это как-то символично. Он же мог погибнуть и тогда тоже, в 1992 году. Но, к сожалению, мы его потеряли. Мне кажется, что Олег Гусейнов был таким журналистом и оставался все время, несмотря на то, что он был очень большим патриотом. Очень часто люди скатываются, скажем, на какой-то популизм, да, на радикализм и так далее. Это человек, которому удалось в журналистике остаться очень основательным. Все, что он делал, все было очень серьезно. Очень обоснованно, аргументированно и так далее. То, что сейчас не очень мы видим в журналистике, в прессе, в СМИ и так далее, все это было в его деятельности. Потеряли большого друга. Олег Гусейнов работал в печатном издательстве «Газета Юга», лидирующей газете по тиражу среди СМИ в КБР. Он освещал актуальную тематику и наиболее значительные события республики, деятельность всех ветвей власти, партий и движений. Его обстоятельные материалы неизменно пользовались популярностью у читателя Кабардино-Балкарии. После Северного Кавказа здесь у нас газета «Юга» есть такая, очень популярная, очень такая, нормальная газета, которая
отражает все стороны вот, общественной, политической жизни, вот, всех процессов, которые здесь, в Кабардино-Балкарии, происходят. И он долгое время там работал. Вот, он буквально несколько лет назад ушел, но он все равно с ними работал. Это была визитная карточка этой газеты. И когда говорили о газете «Юга», да, сразу разговор заходил о Гусейнове. И обращались к нему, понимаете, как, чуть ли не как к главному редактору. Вот ему звонили, к нему обращались, его приглашали. А не только здесь, в Кабардино-Балкарии, на Северном Кавказе его очень хорошо знали. Его знали на федеральном уровне, вот это журналистское правозащитное сообщество. Олег Мусович из тех людей, о ком говорят, сделал себя сам. Детство будущего деятеля искусств прошло в интернате. По его окончанию Гусейнов получил 2 высших образования. Одно в Кабардино-Балкарском университете, а второе в Государственном институте театрального искусства. На протяжении 30 лет он работал в Русском драматическом театре имени Горького в Нальчике. Театралы помнят его пронзительные роли, сыгранные в театре студии «Коврик». А зрителям он запомнился по своим киноработам. Он снялся в лентах «По небу босиком», «Дорога на край жизни», «По Таганке ходят танки», а в 2018 году сыграл главную роль в фильме «Глубокие реки», представленный на Кинотавре. Олега Гусейнова называли человеком большого таланта, масштабного мышления и невероятной скромности. К Абхазии у него была особая любовь. Он приезжал сюда каждый год, как по работе, так и на отдых. Увы, последний его приезд стал последним. Скончался Олег Гусейнов в многопрофильном российском госпитале от коронавирусной инфекции. Перевозку его тела на родину организовал друг семьи Гусейновых Гурам Шоуа вечером 31 августа. Как признаются все, кто его знал, уход из жизни Олега Гусейнова – невосполнимая утрата. Скорбный, тяжелый день. Мы потеряли очередного своего брата, своего друга. Приносим самые искренние соболезнования всему кабардинскому народу. Семье Гусейновых мы потеряли достойного человека. Помимо того, что он сделал после войны, он поднимал, продвигал культуру своего народа и нашего тоже. Это потеря для 2 наших братских народов, для абхазов и адыгов. Вся Абхазия скорбит. Я не ошибусь, если скажу, что сегодня ушел из жизни, и мы прощаемся с человеком, которого в Кабардино-Балкарии и стар, и млад все до единого чтут, почитают, уважают. Олег Мусович пользовался у всего населения Кабардино-Балкарии таким уважением, таким почтением, которое редко может быть. Масштаб фигуры, диапазон фигуры настолько поразителен в области культуры, театрального искусства, культуры вообще. Равного ему, можно сказать, не было. Он одинаково был талантлив на сцене своего театра. Самым любимым его делом это был театр. Но кроме этого, в его копилке по жизни и киносценарии, и роли в кино, и как чтец стихов, декламатор. Все в республике знают, как талантливейшего журналиста. Представить себе журналистику Кабардино-Балкарии без Олега Гусейнова это невозможно. И должен сказать, что земля, на которой он прекратил свое существование на белом свете, Абхазия, для него была равным образом жемчужиной, которую он любил безмерно. И здесь, в Абхазии, он был таким же любимым человеком, как и в Кабардино-Балкарии.
Честный, искренний, очень мирный, но отважный человек. Таким останется Олег Гусейнов в сердцах братского абхазского народа. Сария Кварцхеля, Эльдар Дамиров, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Граждане Российской Федерации, проживающие постоянно или временно в Абхазии, могут проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 8-го созыва 19 сентября, сообщается на сайте посольства России в Абхазии. В республике будет организовано 9 участков для голосования. 2 в Сухуми и по 1 в Гагре, Пицунде, Гудауте, Чемчире, Ткорчале, Гали и в поселке Бамбора. В день голосования избирательные участки откроются в 8 часов утра и закроются в 8 вечера. Выборы депутатов Государственной Думы проводятся по смешанной системе. 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, а другие 225 депутатов по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за партийные списки кандидатов. В связи с проведением ремонтных работ по замене ливневого коллектора на перекрестке улиц Абазинская и Лакоба 2 сентября с 5 до 8 часов утра будет перекрыто движение по улице Лакоба от улицы Воронова до улицы Абазинская включительно. Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Сухум. 2 сентября в Гагре состоится центральный матч 11-го тура 2-го этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. В очной поединке встретятся Гагра и Сухумский Нарт, которые делят 2-ю и 3-ю строчки в турнирной таблице. Начало матча в 17 часов. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения, в системе «Спорт», «Система спорт» и в соцсетях. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 2 сентября в Абхазии ожидается облачная погода. Ливневый дождь с грозой, местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 22-27, температура морской воды плюс 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.